Страна, ребята, готовится к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Поэтому практически весь Катар, вся Доха, как столица, перестраивается. Раньше здесь были какие-то здания, их убирали отсюда, сносили все, и сейчас строят вот такие вот небоскребы. Пока не знаем, что здесь будет, но тем не менее это все к чемпионату мира по футболу. И как вы видите здесь, все строители либо из Индии, либо из Пакистана, то есть дешевая рабочая сила, и поэтому оттуда приглашают все и всех. И не только Индия, Пакистан, там Бангладеш и какие-то еще африканские страны, Судан, там Кения и так далее. Мы находимся в самом сердце столицы. Все самые влиятельные, авторитетные мировые бренды есть в Катаре, ребята. Чтобы вы это знали. Любые просто. Вот есть они здесь. И страна тратит миллиарды, триллионы долларов на то, чтобы полностью по-другому обустроить страну. Вот оно все вокруг меня, то, что видите. Напротив нас, ребята, это вот здание Министерства спорта и культуры Катара. Вот оно, вот это вот здание высокое. И сразу слева от нас, видите, строительные работы идут, продолжаются. И весь вот этот песок, он привозной. Этот песок покупали в основном, то есть покупают и привозят из Ирана. В связи с пандемией, ребята, прежде чем вам разрешать въехать в город, вам следует скачать вот такое приложение. Это приложение называется Эхтираз. Я прикрою свою фамилию. Вот это вот Эхтираз называется. Вам нужно будет из Play Store или App Store это приложение скачать и постоянно с собой носить, ибо без этого приложения категорически вас не пустят ни в какой магазин или торговый центр. Вот, поэтому скачивайте обязательно и можете беспрепятственно заходить в любое заведение. И, кстати говоря, это очень строго контролируется. Каждого приходящего, проходящего проверяют на то, если у него это приложение. Магазинчик заходим, ребята, и вот смотрите, вот такие кексики есть у нас. Я вчера брал вот эти вот, они очень вкусные. Цены, ну, для катарцев это самые смешные, для нас могут быть они дорогими. Но, к примеру, вот этот йогурт, а его уже убрали, забрали, вот этот стоит 11 реалов. Это сколько? 11 реалов, это 4 доллара. То есть 40 самони. Это очень дорого получается. Или 3 доллара. 35 самони. Я считаю, что это очень дорого для нас, для Таджикистана. Но, тем не менее, для них это считается вполне приемлемая цена. Вот эти вот по 7 реалов. То есть 1 доллар или 1,5 доллара. Тут есть хлеб, тут есть овощи. И заодно в одном и том же магазине есть также мыло, шампунь. С этой стороны кетчуп, чипсы и так далее и тому подобное. Здесь вчера я заметил вот такие духи. Они стоят 20... Здесь in dollar? Реал или доллар? 20 реалов. Это примерно 4 доллара. Вот такие вот. Рядышком с этим магазином есть вот такая лавочка. Сюда вот люди выходят, пьют чай, кофе. Вот сюда, к примеру, и вон туда. И у них будет вот такой вид. Это, ребята, называется Золотая мечеть. Это наша священная книга Коран. Эта мечеть, ребята, сделана полностью из золота. Вот это вот золото, видите?
Машин, как вы сами видели, ребята, достаточно. Здесь бывают по вечерам пробки в некоторых центральных улицах, потому что все с работы возвращаются домой. И сами понимаете, как и во всех других странах мира или столицах, здесь также встречается такая проблема. Да и страна маленькая. Вот, машины самые разные, но катарцы, они любят в основном ехать на больших машинах, на вот Прадо и выше, Lexus 570, ну и выше. То есть им нравится по душе все это. А вот эти вот маленькие машины, то что видите, это машины, которые компании, которые приглашают экспатов, иностранных граждан, строителей. Вот они предоставляют вот такие машины, так что на этих в основном ездят иностранцы. А вот это знаете сколько стоит? 6 миллионов катарских реалов. Вот. Здесь очень красиво, чисто, по вечерам прохладно. Только если вы хотите приехать в Катар, трудоустроиться, пожалуйста, с сентября по май. Потому что июль, август, я думаю, вы не сможете здесь оставаться или терпеть, потому что жара достигнет до 60 градусов. Понимаете, погода плюс 60, поэтому это из стран СНГ люди, которые приезжают, они в основном, ну, как бы не адаптированы к такой погоде, поэтому это очень большая проблема. Мы с этой стороны, то есть с обратной, с задней или с передней части теперь Министерства спорта и культуры Катара, и хотим в сторону берега идти. Если добавить два слова о самой стране, так значит, страна, ребята, является одной из самых богатейших стран мира. Даже по ВВП на душу населения Катар временами занимал первое место в рейтинге самых как бы высоких ВВП на душу населения в мире. И считается самой безопасной страной мира. Несмотря на то, что весь вот этот вот Персидский залив или залив как бы ассоциируется с нестабильностью, потому что вокруг арабские эти страны, да, в основном Сирия, Ирак, значит, Ливан там периодически. Но, тем не менее, Катар считается самой безопасной страной мира, ребята, с самым высоким ВВП на душу населения. Когда мы говорим ВВП на душу населения, мы в первую очередь, ребята, имеем в виду граждан Катара. В основном те, которые являются гражданами этой страны. То есть это не распространяется на экспатов. Я раньше думал, что это распространяется на все около 3 миллионов населения. Но нет. Это распространяется только на около 500 000 катарцев. Кстати, чистых катарцев, то есть арабов в этой стране, ну, около 500 000. Все остальные это иностранцы, а именно 15% страны, населения страны составляют граждане Индии, 15% Пакистана и около 15% граждане Ирана. А около 15% это примерно, около 15% это примерно 260 тысяч иранцев. То есть граждане Ирана здесь работают. Но граждане Ирана в основном работают в топ-менеджера в строительных компаниях, бухгалтерами, там, финансистами и так далее и тому подобное. А вот граждане Индии и Пакистана, они в основном работают здесь чернорабочими, скажем так, да. И простой чернорабочий здесь получает ну, от $400 в месяц. Не сказать бы, что у них самая тяжелая работа, потому что работать на стройке и в строительных компаниях в Катаре и в России — это абсолютно разные вещи, потому что здесь, даже учитывая вот введение самых передовых технологий в сфере строительства,
как бы строитель, я бы сказал, занимает также интеллектуально работает, головой больше работает, чем физически, потому что тут есть техника, тут все продумано, и нет такой нагрузки строителю простому, какая есть, к примеру, в России или в Казахстане. ВВП на душу населения составляет от 88 тысяч долларов в год до 92. Но это не значит, что все граждане зарабатывают именно столько, но не больше. Это минимум. То есть это то, что в среднем, скажем так, есть у самого простого катарца, гражданина Катара. 88 и 92 тысячи долларов. Значит, страна является полуостровом, да, Нимджазира, и на суше граничит только с Саудовской Аравией, а все остальные три стороны, это вот страна омывается Персидским заливом. Вот, хотя вчера мы ехали на машине и прозвучало там Халидж аль-Арабия, или Халидж аль-Араби, по-моему, вот так вот прозвучало, то есть Арабский залив. Ну, то есть это вот с повышением уровня самосознания арабов, уже они не хотят, чтобы этот залив, вот он залив, назывался Персидским, хотя во всех исторических документах и международных юридических организациях этот залив закреплен как Персидский залив. Естественно, катарцу и арабам другим неприятно, когда вот его страна заканчивается, а там вот уже Персидский залив. Они говорят, с какой стати, если это моя территория, потому что это вот морские территории Катара тоже считаются вот эти территории, но это все равно называется Персидским заливом. То есть их понять можно в этом плане, но по всем международным законам этот залив называется Персидским. Здесь Катар, там тоже Катар, то есть морская территория Катара, но залив называется Персидским. В Катаре, ребята, работают практически все национальности мира. Есть тут другие арабы, то есть арабы из других стран, из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Судана, Омана, там Ливии, Сирии, то есть со всех стран. Но также есть еще и из других стран мира. Очень маленькое количество граждан стран СНГ работают здесь, России, Казахстана, Таджикистана, но в основном, как мы говорили, индусы и пакистанцы и иранцы являются основными, скажем, основной массой иммигрантов или иностранцев в Катаре. Вот он, Персидский залив, ребята, и вот эти вот камни все, они привозные. И как мне сказали местные жители, те, которые живут, в основном их привозят из Ирана. То есть, может быть, они покупают, но я, к сожалению, не обладаю деталями, сколько они платят и как это все происходит. Вот он залив. Тут очень скользко, надо осторожно. И вода в нем соленая. Хотя выглядит очень чисто, как пресная вода. Вот, и из Объединенных Арабских Эмиратов приехать или добраться до Катара это примерно 45 минут на самолете, то есть примерно 800 километров. И есть даже так, что вчера мы прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов, из Дубая, с нами летали катарцы, которые туда ехали на шопинг, то есть утром ехали и вечером возвращались домой. По цвету, ребята, практически воды в морских океанах и вот именно в Персидском, также в Персидском заливе ничем не отличаются от пресной воды, нормальной питьевой. И я вот в этой связи вспоминаю историю, когда в Нью-Йорке мне захотелось попить. Смотрю, вокруг ничего близко нет, магазинов нет. Сразу я побежал в Атлантический океан попить воду. Я там как начинаю пить, и вода такая страшно соленая. И сразу я тогда вспомнил уроки географии, которые нам преподавал ныне покойный, царство ему небесное,
Кучакбоки Рахимов. Вот, так что вспоминаем также своих преподавателей. В Катаре, ребята, есть два сезона: осень и лето. То есть тут всегда зелено. Даже когда у нас зима, то есть идет снег, минус там 20-30 градусов, здесь можно купаться в море, понимаете, вот в этом заливе. Что сказать, значит, улицы самые чистые, видите. Асфальт такой очень хороший, ровный, качественный. Приятно, конечно. Впечатления самые хорошие, самые позитивные от Катара. Вчера приехали и тут сразу влюбились в страну, потому что ты чувствуешь достойный уровень жизни, достойный уровень развития в этих странах. Вот в Катаре, видите ли, вот они вот. Тут, ребята, для меня было вчера неожиданно и очень интересно узнать, что в Катаре нет ни одной реки, которая бы текла там из гор, из каких-то вершин. Но есть только вади. Вади — это вот когда бывают дожди, ливень, вот оно вот течет по вади. Вот в сезон дождей. Все, никаких рек. А пьют воду они морскую, перерабатывают. Вот эту вот из залива перерабатывают. И как бы отправляют по системе в дома. А так, чтобы из какой-то речки попить воду, здесь нету такого понятия даже. Либо они воду покупают в магазинах, вот бутылочных, там 5-литровых и так далее. Раньше без головного убора женщинам выходить нельзя было из дома. Но сейчас, видите, все выходят. В шортах нельзя было. Да, в коротких рукавах ни мужчинам, ни женщинам было категорически запрещено. То есть нельзя было выходить на улицу даже в коротких рукавах мужчинам. Сейчас немножко вот в связи с значит, чемпионатом мира по футболу в 2022 году все это смягчили. И мы на улицах видим очень много девушек без даже платка. Но это в основном иностранцы, экспаты, которые приезжают на работу сюда или в качестве туриста. Мы их видим без головного убора, ходят спокойно, некоторые в юбках, шортах, и все нормально. То есть к этому не придираются, потому что чтобы добиться права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, наверное, они шли на определенные уступки, скажем так, чтобы ну, показать, что они тоже вот являются открытой страной, открытым государством всему миру, и всем рады. То есть вот с этим в основном говорят, что связано. А возможно, после чемпионата мира в 2002 году, может, они будут возвращаться к исходному. То есть вот к тем же правилам, которые у них были, скажем так, до чемпионата. Здесь есть автобусы, так же, как и в других странах, есть такси. И тут в основном как американский вариант. Uber-такси. Заказывайте и едете до любой точки. Машины самые комфортные, всегда с кондиционерами. Здесь у них, у арабов, у катарцев привычка. Дома всегда, значит, они находятся со включенным кондиционером, в связи с чем говорят, что есть многие заболевания из-за перепада температур. Вот дома холодно, прохладно, выходят на улицу сразу 60 градусов. То есть есть такое сейчас. Небольшие проблемы, да, со здоровьем возникают у людей. Вот, летом тяжело очень иностранцам здесь находиться. Летом, я имею в виду, начиная с июля и заканчивая до августа, 60 градусов, сами понимаете. А вот в сентябре уже небольшие смягчения идут в плане погоды. И в ноябре самая приятная погода в Катаре. Очень прохладно, ветерок, и всем нравится. До того, как я приехал в Катар, я думал, что ничего из деревьев здесь нет, не растет, ни цветов, ничего. А тут такие парки, такие сады, такие деревья.
которых нужно будет у нас там постараться, чтобы они выросли. Понимаете ли, вот они, цветы, все нормально. То есть огромные деньги, большие возможности и делают все, что хотят. И если вы когда-нибудь приедете в Доху, ребята, или в Катар, на улицах вы очень редко видите катарцев, то есть арабов, которые бы ходили там, гуляли и бездельничали. Они бездельничают в основном дома, в ресторанах, либо там едут отдыхать в Европу, в основном в Швейцарию. Они почти половину Швейцарии уже приобрели, там все магазины самые брендовые, все банки, все это арабские в основном, либо там саудовцы, либо катарцы. Также они являются крупными спонсорами таких мировых футбольных клубов, как Реал Мадрид, Бавария, Пари Сен-Жермен и там других мировых брендов, понимаете ли, и большая доля акций многих мировых брендов принадлежат именно жителям этой страны. Вот в ресторанах, точнее в сфере услуг, практически катарцы сами не работают. Работают там в основном иностранцы. Вот. Катарцы любят роскошь и музыку. Их музыка, сегодня мы были в одном ресторане очень солидном. Мне лично было очень приятно там находиться, уровень обслуживания и так далее. Хотя там обслуживали нас арабы из других стран, из Ливана. Но, тем не менее, их музыка мне напоминала шашмаком наш. Вот в Таджикистане мы слушаем, у них вот такой ритм. Спокойно, музычка, все хорошо. Граждане Катара — это очень богатые люди, богатейшие, наверное, на свете. Нет нигде вот такого количества богатых в одной стране, да? То есть тут исключительно практически самый бедный человек из Катара — это вот самый богатый где-то там в СНГ. Дорожное движение строго контролируется на пешеходах. То есть, когда горит красный цвет светофора, категорически запрещено переходить. И самое главное, я замечаю, что все это соблюдается автономно. То есть человек вот с аэропорта, как его встречают, сразу понимает, что в этой стране есть порядок, законы, которым нужно подчиняться и которых нужно соблюдать строгим образом. И вот ты сразу начинаешь их соблюдать автоматически, глядя на то, что везде есть указатели, везде есть там пешеходные линии и так далее и тому подобное. И даже совесть не позволяет нарушать какие-то маленькие даже там правила, потому что все прописано очень четко и ясно. В эти 3 месяца жары, по рассказам многих жителей Катара, катарцев найти в Катаре будет очень сложно, потому что очень жарко, и все уезжают с семьей прям отдыхать. 10-20 человек сразу из одной семьи поехали отдыхать. В основном в Европу, в Швейцарию, в Америку, в другие страны. Что касается отдыха или туризма в Центральной Азии, но я так понимаю, что эти люди практически ничего не знают, не информированы. Либо знают, но как бы недостаточно. То есть нужна очень мощная машина продвижения туризма в наших странах. Давайте так, вот Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, чтобы мы смогли привлечь туристов из Катара. Я знаю, что у нас есть определенное количество, но в наших интересах забрать по максимуму, то есть максимальное количество людей приглашать из Катара, потому что это очень потенциальные, очень богатые туристы, которые платят за все. Они любят платить. Есть даже такие рассказы, что там, по-моему, в какой-то стране, когда попросили жителя Катара, ну, всего лишь пешочком, там 200 метров по горе поднимемся, и там находится база отдыха. Он не соглашался и заказал себе вертолет. Хотя, понимаете ли, ему было бы полезно ходить, да?
Но вот он заказал себе вертолет и поднимался туда. Потом, чтобы он почувствовал, что такое горы, эти страна принимающая соврала ему, то есть представители соврали гостю, что вот с вертолетом что-то не так, и хотели, чтобы он пешочком спускался обратно с этого маленького холмика. Он все равно отказался и сказал, чтобы ему нашли другой вертолет на замену. И в итоге с вертолетом обратно вернулся, правда другим. Но так не могли ему сказать, что теперь вертолет там отремонтирован, чтобы не выглядеть лжецами в глазах этого гостя. Они заказали другой вертолет, и он оплачивал все. Поэтому вот на таком уровне потенциален катарский турист. Катарцам понравилась бы наша природа, вот что касается Таджикистана. Но опять-таки, исходя из предыдущего рассказа с короткого, да, нам нужно очень серьезно развивать инфраструктуру. Природа у нас в основном горы, да, в горах все самое красивое. Там нужно создать простую и самую доступную качественную инфраструктуру. Это вот выход для приглашения, скажем так, богатого потенциального туриста. С другой стороны, сейчас мы развиваем кемпинг, глэмпинг. Кемпинг, вот из Европы, Америки приезжают, берут велосипед там, идут и практически на кемпинг ничего не тратят туристы. Поэтому нужно развивать глэмпинг. То есть это тоже как кемпинг, но роскошный, где там внутри есть печка, телевизор, электричество и так далее, другие удобства. И вот оттуда можно заработать какие-то деньги. А вот сейчас вечер, я хожу по улицам, ни одного сотрудника полиции или там ГАИ или кого-то другого. Везде камеры, через каждые 15 метров тут камеры, как маленькие, так и большие, так и вот как вот это, вот видите, вот эта камера. Вот эти камеры, они есть везде, и все строго, каждый наш шаг контролируется должным образом. Так что не должно создаваться впечатление, что ах, там же никого нет, можно, значит, делать что угодно. Нет, такого нету. Это сити-центр, ребята, в центре города Доха. И вчера я приходил без этого, значит, приложения Эхтираз, да, это вот введенный в связи с ковидом. Всячески попытался туда зайти, мне не давали. И потом я давал $200 охраннику, говорю, пожалуйста, разменяй и принеси мне деньги. И смотрю на него такими глазами и думаю, вернется ли он. И он сразу почувствовал. Он мне говорит, вы не беспокойтесь, это всего лишь $200. Всего лишь $200. А за $200 я месяц живу в Таджикистане, между прочим. Но ему же не понять. Так что вот такие вот дела, ребята. Ministry of Transport and Communications. Министерство транспорта и коммуникации Катара. Вот такие вот здания, современные, самостоятельные, и при работе никто им мешать не будет. Вот, кругом везде в Дохе небоскребы. Правила дорожного движения везде прописаны. Достаточно просто посмотреть вот сюда, и понятно, все станет нормально мыслящему человеку. А вот это вот посольство Саудовской Аравии, ребята, вот это вот. Чтобы переходить дорогу, не обязательно ждать там полтора часа или час. Вот оно, нажал, и сейчас, вот видите, машины останавливались потихонечку. Вот я буду переходить. Только у меня будет 15 секунд, то есть тут вот так вот прям четко регламентировано. Вчера я такой стою, ребята, вот на улице, минута, 2 минуты, 5 минут, 7 минут, думаю, когда же они этот зеленый цвет загорит. И тут поворачиваюсь, кнопочка вот эта, вау, думаю, ё-моё. По запасам нефти, ребята, Катар
в мире занимает 3-е место, чтобы вы знали. И посчитали, что если граждане Катара не будут ничего делать, спать каждый день, там отдыхать, ездить только на отдых, самые дорогие курорты, в Швейцарию, в Лондон, в Европу, в другие страны, им этот запас хватит на 200 лет, чтобы они кормились полностью за счет природы. Маска обязательно, как вы сами видите, вот здесь показывает вот этот Эхтираз, вот это приложение, не забывайте, вот оно. Вот я сейчас показываю и зайду. Thank you. Видите? А у этого парня, скорее всего, 200 миллионов долларов прямо сейчас на счету. Вот он. Вот катарский сити-центр, ребята. Вот он выглядит вот так вот. Помните, мы сегодня были в Золотой мечети? Там, кстати, действительно из золота. И это меня поразило просто до безумия. А это вот простейший сити-центр. Продавцы тут 100% иностранцы. То есть в основном приезжие здесь работают. А бизнес владельцев Катара. Так что это вот торговый центр такой небольшой. Если вы хотите нормально пообедать в Катаре, в каком-нибудь ресторане или в кафешке, то одному человеку это обойдется примерно в 300 реалах. То есть это вот 50 долларов. А, не, подождите. Это около 100 долларов. Ни одного человека вы без маски не видите. Один раз сказали, все. Люди тут сразу все понимают. И знают, что все очень серьезно. И ни одного человека без маски вы не увидите, если сказано носить маску. Ну что ж, давайте посмотрим, может тут что-нибудь найдем. Тут, кстати, все самое качественное. Так что, наверное, мы что-то будем брать. А это вот арабский завтрак, ребята, в моей гостинице.